Мое любимое дитя, я предупреждаю тебя, что пришло время держать глаза широко открытыми. Есть простое, но глубокое послание, которое Бог хочет передать вам в этой встрече с видео. Это было не случайно. Избегайте соблазнов тьмы, ибо эти пути приносят только боль и разрушение. Успокойте свое сердце. Даже если страх сохраняется, вас всегда окутывает божественная безопасность. Бог говорит: будьте осторожны, когда выступаете, ибо темные пути жизни соблазнительны и опасны, полны ложных обещаний, которые ведут к страданиям и отчаянию. Но не позволяйте панике царить. Несмотря на то, что страх таится в тени, мантия божественной защиты по-прежнему лежит на вас, предоставляя вам убежище мира и безопасности. Прокомментируйте с верой: Бог – мой защитный щит. Бог здесь, чтобы отогнать невзгоды и укрыть вас в безопасности. Каждое испытание уменьшается перед лицом веры, которую мы возлагаем на Него. И каждая мечта становится достижимой для верующего. Поддержав это послание, вы и ваша семья получите особое благословение, запланированное на 2024 год. Провозгласите: «Боже, мое наследие обильно». Сегодняшнее Евангелие предупреждает вас, что чудеса и благословения готовы прийти в вашу жизнь. Они просто ждут, пока вы откроетесь, чтобы принять их. Когда мы настроены на благость Божию, исцеление придет. Число 11 часов 11 минут означает здоровье и обновление. Бог хочет коснуться каждой боли, исцелить каждую болезнь и открыть новые горизонты и новые возможности. Оставайтесь с нами до конца и станьте свидетелем особого благословения, которое Бог приготовил для вас. Говорите вслух с твердостью и верой: нет ничего более великого, чем сила Божия. С надеждой на силу Божию прокомментируйте: я надеюсь, что ваша вера является ответом на грядущую божественную помощь. Чудеса, финансовые достижения, любовь и исцеление – часть небесной щедрости. В конце этого месяца вы переживете момент, когда ваши молитвы будут услышаны и мир окружит вас в изобилии. Напишите нежно: «Мир вам, мы все любимые дети в глазах Бога». Для верующих облегчение страданий – это не просто обещание, это уверенность. Радость и спокойствие заменят печаль. Вас глубоко любят, и ваше счастье имеет для Него значение. Утвердим с любовью: Бог – источник моей радости. Прежде чем двигаться дальше, поставьте лайк, если вы резонируете с сказанными вами словами. Не стесняйтесь делиться, ваши действия могут вдохновить других. Вы уже подписаны на канал? Сделайте это и нажмите на колокольчик, чтобы получать больше воодушевляющего контента. Сегодняшнее послание от Бога показывает нам необходимость выразить преданность Божеству, которое ведет нас, и поделиться этими словами с кем-то, кто нуждается в поддержке. Вдохновляющее видео напоминает нам: сегодня у Бога есть послание для вас. И если вчера вечером вас охватила печаль и тревога, имейте в виду, что Он обещает будущее процветание, хорошее здоровье и радость. Эта трансформация – знак того, что вы обращаетесь к Господу, который уже присутствует в вашей жизни и который поможет облегчить все ваши печали и рассеять препятствия, которые могут возникнуть на вашем пути. Провозгласите: «Боже, освети мой путь». Приготовьтесь к переломному, значимому и благословенному преобразованию в вашей жизни,
которое приближается в 2024 году. Это этап, на котором вы будете удостоены чудес исцеления и трансформации, не похожих ни на один другой. Верьте, потому что эта новая неделя принесет счастливые и удивительные моменты, невероятные награды и исключительные достижения, которые выходят далеко за рамки обычного. Бог никогда не проигнорирует, когда придет время. Все, чего вы ждали, станет вашим. Утвердите с надеждой: божественное счастье окутывает меня. Если вы чувствуете усталость, растерянность или разочарование, помните, что благословение для вас и вашего дома уже в пути. Чтобы поднять вас, Иисус всегда рядом с вами, танцуя под мелодию повседневной жизни. В это воскресенье вас ждет невероятный сюрприз, больший, чем вы могли себе представить. Ваша жизнь будет полна чудес. Отложите свои заботы и приготовьтесь получить существенное благословение, потому что пришло время перемен. Бог говорит, вы собираетесь начать новую фазу, где ничто не сможет вас остановить. Все, что вы вложили, вернется к вам приумноженным, и вы увидите свидетельство успеха в своих достижениях. Верьте, ведь вокруг вас ангелы, посланные в вашу честь. Бог услышал ваши молитвы и теперь готов поддержать вас. Даже посреди боли сохраняйте свою веру сильной. Комментарий. Наступают светлые дни. Следующие 5 дней будут наполнены счастьем по отношению ко всему, что вы пережили, особенно в духовном, моральном и финансовом плане. Продолжайте молиться и доверять Богу, вы станете свидетелем чудес в своей жизни и сможете заявить о них с большим стилем. Бог собирается послать положительные сюрпризы. Для следующего человека, который заявит с верой, и теперь ваша очередь, боль и страдания закончатся. Двери, которые казались закрытыми, откроются, и слезы сменятся улыбками. Вы испытаете чудо и финансовую поддержку, которая вам нужна. Приготовьте свое сердце принять это благословение с благодарностью. Он горячо возвещает: «Я готов к чудесам Божиим, я укрепляюсь в Его руководстве и поддержке. Бог – моя скала и мое основание, и в нем я нахожу прибежище. Он – источник моего спасения, действующий как защитный щит и истинный источник силы. Я знаю, что Бог обещал послать людей, которые принесут большее финансовое процветание и больше ресурсов. Он думал обо мне, божественная помощь рядом со мной, и ангелы назначены давать мне советы, направлять и защищать меня. Уверенно заявите: Бог – моя защита и наставник, здесь нет места беспокойству, стрессу, страху или боли. Божьего мира достаточно, чтобы наполнить мою жизнь благословениями, исцелением и вечной любовью. Даже посреди сомнений я иду вперед с верой. Даже во время самых тяжелых испытаний Иисус является силой и прибежищем в жизни. Сальвадор при необходимости. Даже если я пройду через самую темную долину, я не буду бояться. Он заявляет с безмятежностью: Бог – мое утешение. Несмотря на то, что меня окружают невзгоды, я не падаю духом, потому что Небесный Отец знает о моих невзгодах. Я умоляю вашу силу продолжать сражаться. Всем, кто читает, хочу передать мир и процветание. Я благодарен за великодушие Иисуса, Господа нашего. Чтобы выразить свою уверенность и надежду, просто скажите «Аминь» и освободите себя от этих тяжелых мыслей.
Я понимаю, что священные истины никогда не изнашиваются и что любовь Божья нерушима. Он никогда не устает от меня. Бог слышит мои молитвы и обещает освободить меня от тьмы к свету. Мой путь будет соответствовать божественной воле. Я с энтузиазмом заявляю: Боже, я готов осуществить Твои планы. Мы вступаем в фазу, когда с ожиданиями или без них все, что мы переживаем, быстро принесет нам рост и счастье. Каждое мгновение будет отмечено чудесами, способными изменить все наши дни, наполнив их вечным миром и гармонией. Те, кто чувствует себя безнадежным, знайте, надежда есть и нас ждут великие дела. Комментируйте с верой, чудеса сопровождают меня. Боже, протяни мне руку свою и наставь меня на правильный путь. Сохраняйте спокойствие и признавайте их присутствие. Он Бог, не надо бояться. Вместе мы способны преодолеть любые трудности. Не думайте о том, чтобы сдаться. Он рядом с вами, как ваш защитник и наставник. Провозглашайте с убежденностью: Бог со мной. Верьте, что Иисус – это скала веры, и что те, кто верно верит, найдут божественную силу и поддержку. Для тех, кто открыто провозглашает свою веру, Иисус – Спаситель, победивший смерть, является Господом. Возлюби Господа Бога всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением и всей своей силой. Почувствуйте энергию, исходящую от этого видео, мы усилим эту вибрацию. Если сообщение вас затронуло, поставьте лайк и поделитесь им, ведь оно может стать той ссылкой, которая донесет эти слова до тех, кому они нужны. По ходу подписывайтесь и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие встречи. Давайте продолжим вместе, ведь нас еще ждет много откровений. Бог гармонизирует Вселенную и направляет наши пути на благо всех нас, особенно тех, кого Он призывает. Верьте, что то, о чем вы просили в молитве с верой, будет получено. В будущем будут моменты радости, когда вы оглянетесь назад и улыбнетесь тому, что пережили. Бог собирается превратить вашу печальную жизнь в историю вечной победы. Поверив в это, Он написал: «Я верю в замыслы Божии». Если сегодня вы чувствуете себя одиноким и нуждаетесь в руководстве, знайте, что Бог слушает. Попросите Его показать вам путь и помочь вам проявить терпение. Ходя с Богом, вы никогда не будете беспомощны. Попросите Его вести вас по пути, который знает только Он. Что ж, в Боге мы находим истинное направление нашей жизни. Пусть мы все проживем полноценную жизнь, умрем в мире и обретем удовлетворение в выполнении нашей божественной цели. Если вы согласны, скажите подписаться и поделиться. Эта молитва должна быть благословением в чьей-то жизни. Пусть это послание укрепит вашу веру и защитит вас. Ожидая нашей новой встречи, с надеждой заявите: «Бог – моя сила и мой наставник». Жизнь – это поистине невероятное путешествие, в котором впереди нас ждет множество неизведанных путей. Мы можем быть уверены, что Бог всегда с нами. Это недалеко на самом деле, оно ближе, чем мы себе представляем, и улавливает даже самый тихий шепот наших сердец. И да, мы переживаем трудные времена, но именно эти времена позволяют нам ощутить постоянную заботу Бога. Даже когда в жизни дует трудный ветер, мы можем обрести покой, зная, что Божья защита подобна безопасному пристанищу.
Напишите с верой: «Я в безопасности в руках Бога». Иногда одиночество заставляет нас чувствовать себя изолированными, но у Бога есть способ показать нам, что мы никогда не бываем по-настоящему одиноки. Если мы обратим внимание, то увидим, что Он заботится о нас, устраивая дела за кулисами даже без нашего осознания. Вера не сглаживает жизненные пути и не освобождает их от трудностей, но дает нам внутреннюю силу противостоять любому возникающему препятствию. Каждое преодоленное испытание – это возможность для роста и свидетельства божественного сотрудничества на протяжении всего нашего пути. Комментарий: с каждым шагом моя вера растет. Молитва Богу – это обмен. Мы не только говорим, но и учимся слушать в тишине наши самые искренние молитвы. Часто нам нравятся ответы, которые мы ищем, и мы понимаем, что они открываются именно тогда, когда они нам нужны. Провозгласите: «Мои молитвы услышаны и получили ответ в Божье время». Терпение – это священный способ целеустремленного ожидания, когда мы уверенно продолжаем свою работу. Помните, что Бог не только слышит наши молитвы, но и отвечает на них. Он приглашает нас активно участвовать в создании благословений в нашей жизни посредством действий, направляемых нашей верой. Пишите с верой: «Я партнер Бога в построении своей жизни». Люди часто ищут подтверждение того, что они на правильном пути, задаются вопросом, сбудутся ли их мечты. Важно осознавать, что каждый прогресс, каким бы маленьким он ни был, является важным фрагментом того, что Бог заботливо объединяет в ваше существование. Цените каждое достижение, каким бы простым оно ни было. Сила нашего голоса огромна. Выражая то, во что мы верим, мы буквально формируем свою жизнь. Пусть каждое ваше слово внесет позитивный вклад в создание будущего, которого вы желаете, будущего, благословленного мудростью и божественной любовью. Комментарий: мои слова – основа моего дня. Наша жизнь состоит из серии моментов света и тьмы, которые необходимы в великом плане, который Бог приготовил для нас. Вера в то, что каждый опыт имеет цель, позволяет даже самым трудным задачам стать возможностью раскрыть красоту. Заявляю, каждый опыт обогащает мою жизнь. Идя по этому пути, важно помнить, что наше стремление к Богу идет рука об руку с Его стремлением к нам. В этой божественной встрече, где небо соприкасается с землей, мы находим истинное счастье, мир и внутренний свет, который никогда не гаснет. Утверждайте: «Я нахожу радость и мир в своем хождении с Богом». Когда мы просыпаемся и видим восход солнца, мы получаем явный знак того, что у нас есть еще одна возможность написать свою историю. В наших руках и нашей ответственности наполнить эту страницу жестами щедрости и значимыми событиями. Мы здесь не случайно, за нашим присутствием стоит высшее намерение. Пишите с верой: каждый новый день – это божественный дар, создающий доброе наследие. Жить честно значит выбирать мужественный путь, это значит оставаться целостным, даже когда вокруг нас царит неопределенность. Будьте уверены, что в истине, исходящей от Бога, мы найдем твердость, которая за пределами здесь и сейчас. Справляться с жизненными неудачами всегда нелегко, но важно помнить, что никто не сталкивается с ними в одиночку. За каждой неудачей стоит небесный план. Каждое испытание – это не конечная точка, а возможность начать что-то великое. Обсудите, в каждом испытании Бог обеспечивает победу.
Самые невероятные истории состоят из повседневных действий и тихой решимости. Знайте, что ваши ежедневные усилия, основанные на вере, со временем найдут отклик. Я действую терпеливо и настойчиво, потому что знаю, что именно так строятся великие достижения, одно сознательное решение за раз. Давайте всегда взращивать надежду как вечную искру в наших душах. Это нежный свет, который прогоняет тьму и ведет нас к обещанию величественных рассветов, полных новых возможностей. Он заявляет: «Надежда освещает мой путь в поисках новых начинаний». Настоящее удовлетворение в жизни приходит от осознания повседневных впечатлений. Наблюдайте за каждым событием, будь то радость или печаль, как неотъемлемой частью единой мелодии вашей жизни, управляемой рукой высшего мастера. Утверждайте: каждый момент моей жизни драгоценен и достоин празднования. Божье послание для тебя, мой любимый сын. Я открываю тебе свое сердце, пришло время держать глаза широко открытыми. Есть простое, но значимое послание, которое Бог хочет передать вам. Встреча с видео не была случайной. Избегайте соблазнов тьмы, эти пути несут только боль и разрушение. Успокойте свое сердце. Хотя страх всегда присутствует, вас всегда окружает божественная безопасность. Бог говорит: будь осторожен, куда ступаешь, темные пути жизни соблазнительны и опасны, полны ложных обещаний, ведущих к страданиям и отчаянию. Но не позволяйте себе паниковать, несмотря на то, что страх таится в тени, мантия божественной защиты всегда на вас, обеспечивая вам убежище мира и безопасности. Комментируйте с верой: Бог – мой защитный щит. Любая задача становится незначительной по сравнению с той верой, которую мы в нее вкладываем, и каждая мечта достижима для тех, кто верит. Если вы поддержите это послание, к вам и вашей семье придет особое благословение, запланированное на 2024 год. Заявите с оптимизмом: «Боже, мое наследие обильно». Сегодняшнее Евангелие предупреждает: чудеса и благословения готовы войти в вашу жизнь и ждут только, чтобы вы открылись, чтобы принять их. Когда вы настроены на благость Божию, исцеление придет. Число 11 часов 11 минут означает здоровье и обновление. Бог хочет прикоснуться к каждой боли, исцелить каждую болезнь и принести процветание. Вас ждут новые горизонты и возможности. Оставайтесь с нами до конца и узнайте, какое конкретное благословение Бог приготовил для вас. Говори вслух с твердостью и верой: нет никого сильнее силы Божией. Комментируйте с надеждой: я верю в силу Божию. Ваша вера – это ответ на божественную помощь, которая уже в пути. Чудеса, финансовые достижения, любовь и исцеление относятся к небесным благословениям. Пусть в конце этого месяца вы переживете момент, когда ваши молитвы будут услышаны и мир окружит вас в изобилии. Пишите с нежностью: «Мир вам». Мы все любимые дети в глазах Бога, и для тех, кто имеет веру, облегчение страданий – это уверенность, а не просто обещание. Радость и спокойствие заменят любимого человека, и ему важно ваше счастье. Утвердите с любовью: Бог – источник моей радости. Прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, если вам нравятся слова, которыми вы поделились, и не стесняйтесь поделиться. Ваши действия могут вдохновить других. Вы уже подписаны на канал,
Сделайте это и нажмите на колокольчик, чтобы получать больше воодушевляющего контента. Божье послание сегодня показывает нам необходимость выражать преданность божественности, которая нас направляет, и делиться этими словами с теми, кто нуждается в поддержке и вдохновляющем виде. Слушайте внимательно, у Бога есть послание для вас сегодня. Если вчера вечером вас посетила печаль и тревога, знайте, что это сулит в будущем благополучие, крепкое здоровье и радость. Эта трансформация – знак того, что вы обращаетесь к Господу, который уже присутствует в вашей жизни и который поможет вам облегчить все ваши печали и рассеять препятствия, которые могут возникнуть на вашем пути. Провозгласите: «Бог освещает мой путь». Бог говорит вам сегодня: приготовьтесь к переломному моменту. В 2024 году приближается значительная и благословенная трансформация в вашей жизни. Это этап, когда вы будете удостоены беспрецедентных чудес исцеления и трансформации. Будьте уверены в себе, потому что эта новая неделя принесет счастливые и удивительные моменты, невероятные награды и исключительные достижения, которые выходят далеко за рамки обычного. Бог никогда не оставит без внимания надежду. Божественное счастье окружает меня. Если вы чувствуете себя утомленным, растерянным или подавленным, помните, что благословение для вас и вашего дома уже в пути. Чтобы поднять вас, Иисус всегда рядом с вами, танцуя под мелодию повседневной жизни рядом с вами. В это воскресенье вас ждет невероятный сюрприз, больший, чем вы могли себе представить. Ваша жизнь будет полна чудес. Отложите свои заботы и приготовьтесь получить существенное благословение, потому что пришло время перемен. Бог говорит, вы собираетесь начать новую фазу, где ничто не сможет вас остановить. Все, что вы вложили, вернется к вам приумноженным, и вы увидите свидетельство успеха в своих достижениях. Верьте, ибо ангелы вокруг вас посланы. Ваша честь. Бог услышал ваши молитвы и теперь готов поддержать вас. Даже посреди боли сохраняйте свою веру сильной. Комментарий. Наступают светлые дни. Следующие 5 дней будут наполнены счастьем по отношению ко всему, что вы пережили, особенно в духовном, моральном и финансовом плане. Продолжайте молиться и доверять Богу, вы станете свидетелем чудес в своей жизни и сможете заявить о них с большим стилем. Бог собирается послать положительные сюрпризы. Для следующего человека, который заявит о вере, и теперь ваша очередь. Боль и страдания закончатся. Двери, которые казались закрытыми, откроются, и слезы сменятся улыбками. Вы испытаете чудо, о котором мечтали, и получите необходимую финансовую поддержку. Приготовьте свое сердце принять это благословение с благодарностью. Искренне провозглашайте: «Я готов к чудесам Божьим». Я черпаю свою силу от моего наставника и поддержки, который является моей скалой и моим основанием, и от прибежища, который является моим Богом. Он – источник моего спасения, выступающий защитником. Щит, точка и источник энергии. Я чувствую истинную благодарность, потому что знаю, что Бог обещал послать людей, которые принесут большее финансовое процветание и ресурсы. Он думал обо мне. Божественная помощь рядом со мной, и ангелы назначены давать советы. Направь меня и защити меня. С уверенностью заяви: Бог
моя защита и мой наставник. Здесь нет места беспокойству, стрессу, страху или боли. Мира Божьего достаточно, чтобы наполнить мою жизнь благословениями, исцелением и вечной любовью. Даже посреди сомнений я иду вперед с верой. Даже во время самых тяжелых испытаний Иисус является силой и прибежищем в жизни. Сальвадор при необходимости. Даже если я пройду через самую темную долину, я не буду бояться. Он заявляет с безмятежностью: «Бог – мое утешение». Несмотря на то, что меня окружают невзгоды, я не унываю. Потому что Небесный Отец знает о моих невзгодах, и я умоляю Его силы продолжать борьбу. Всем, кто читает, хочу передать мир и процветание. Я благодарен за великодушие Иисуса, Господа нашего. Чтобы выразить свою уверенность и надежду, просто скажите «Аминь» и освободите себя от этих тяжелых мыслей. Я понимаю, что священные истины никогда не изнашиваются и что любовь Божья нерушима. Он никогда не устает от меня. Бог слышит мои молитвы и обещает освободить меня от тьмы к свету. Мой путь будет соответствовать божественной воле. Я с энтузиазмом заявляю: «Боже, я готов осуществить Твои планы». Мы вступаем в фазу, когда с ожиданиями или без них все, что мы переживаем, быстро принесет нам рост и счастье. Каждое мгновение будет отмечено чудесами, способными изменить все наши дни, наполнив их вечным миром и гармонией. Те, кто чувствует себя безнадежным, знайте, надежда есть и нас ждут великие дела. Комментируйте с верой, чудеса сопровождают меня. Бог обращается ко мне и направляет меня на правильный путь. Сохраняйте спокойствие и признавайте их присутствие. Он Бог, не надо бояться. Вместе мы способны преодолеть любые трудности. Не думайте о том, чтобы сдаться. Он рядом с вами, как ваш защитник и наставник. Убежденно провозглашайте: «Бог со мной». Верьте, что Иисус – это скала веры, и что те, кто верно верит, найдут божественную силу и поддержку. Для тех, кто открыто провозглашает свою веру, Иисус – Спаситель, победивший смерть, является Господом. Возлюби Господа Бога всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением и всей своей силой. Почувствуйте энергию, исходящую от этого видео, мы усилим эту вибрацию. Если сообщение вас затронуло, поставьте лайк и поделитесь им, ведь оно может стать той ссылкой, которая донесет эти слова до тех, кому они нужны. По ходу подписывайтесь и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие встречи. Давайте продолжим вместе, ведь нас еще ждет много откровений. Бог гармонизирует Вселенную и направляет наши пути на благо всех нас, особенно тех, кого Он призывает. Верьте, что то, о чем вы просили в молитве, с верой, будет получено. В будущем наступят времена, когда вы оглянетесь назад и улыбнетесь тому, что пережили. Бог собирается превратить вашу печальную жизнь в историю вечной победы. Полагая этому, Он писал: «Я верю в замыслы Божии». Если сегодня ты чувствуешь себя одиноким и нуждаешься в руководстве, знай, что Бог слушает тебя. Попросите Его показать вам путь и помочь вам проявить терпение. Ходя с Богом, вы никогда не будете беспомощны. Попросите Его вести вас так, как умеет только Он, потому что в Боге мы находим истинное направление нашей жизни.
Пусть мы все проживем полноценную жизнь, умрем в мире и обретем удовлетворение в выполнении нашей божественной цели. Если вы согласны, скажите «Аминь», подпишитесь и поделитесь. Эта молитва должна быть благословением в чьей-то жизни. Пусть это послание укрепит вашу веру и защитит вас. Ожидая новой встречи, с надеждой заявите: «Бог – моя сила и мой проводник». Жизнь – это поистине невероятное путешествие, в котором впереди нас ждет столько неизведанных путей. Мы можем оставаться уверенными, что Бог всегда с нами. Недалеко. На самом деле, оно ближе, чем мы себе представляем, улавливая даже самый низкий шепот наших сердец. И да, мы переживаем трудные времена, но именно эти времена позволяют нам ощутить постоянную заботу Бога. Даже когда в жизни дует трудный ветер, мы можем обрести покой, зная, что Божья защита подобна безопасному пристанищу. Напишите с верой: «Я в безопасности в руках Бога». Иногда одиночество заставляет нас чувствовать себя изолированными, но у Бога есть способ показать нам, что мы никогда не бываем по-настоящему одиноки. Если мы обратим внимание, то увидим, что Он заботится о нас, устраивая дела за кулисами, даже без нашего восприятия. Вера не сглаживает жизненные пути и не освобождает их от проблем, но она дает нам внутреннюю силу противостоять любому возникающему препятствию. Каждое преодоленное испытание – это возможность для роста и свидетельства божественного сотрудничества на протяжении всего нашего пути. Он комментирует: «С каждым шагом моя вера растет». Молитва Богу – это обмен. Мы не только говорим, но и учимся слушать. В молчании наших самых искренних молитв мы часто находим ответы, которые ищем, и понимаем, что они открываются именно тогда, когда они нам нужны. Провозгласите: «Мои молитвы услышаны и получили ответ в назначенное Богом время». Терпение – это священный способ целеустремленного ожидания, когда мы уверенно продолжаем свою работу. Помните, что Бог не только слышит наши молитвы, но и отвечает на них. Он приглашает нас активно участвовать в создании благословений в нашей жизни посредством действий, направляемых нашей верой. Напишите с верой: «Я партнер Бога в построении своей жизни». Люди часто ищут подтверждение того, что они на правильном пути, задаются вопросом, сбудутся ли их мечты. Важно осознавать, что каждый прогресс, каким бы маленьким он ни был, является важным фрагментом того, что Бог заботливо объединяет в ваше существование. Цените каждое достижение, каким бы простым оно ни было. Сила нашего голоса огромна. Выражая то, во что мы верим, мы буквально формируем свою жизнь. Пусть каждое ваше слово внесет позитивный вклад в создание будущего, которого вы желаете, будущего, благословленного мудростью и божественной любовью. Комментарий: «Мои слова – основа моего дня». Наша жизнь состоит из серии моментов света и тьмы, которые необходимы для великого плана, который Бог приготовил для нас. Поверьте, что с каждым вашим шагом Бог идет с вами. В каждом опыте есть цель, которая позволяет самым трудным испытаниям стать возможностью раскрыть красоту. Заявите, что каждый опыт обогащает вашу жизнь, пока мы идем по этому пути. Очень важно помнить, что наш поиск Бога – это Его поиск нас. В этой божественной встрече, где небо касается земли, мы находим истинное счастье, мир и внутренний свет, который никогда не гаснет.
Подтвердите, что вы находите радость и мир в своем хождении с Богом. Когда мы просыпаемся и видим восход солнца, мы получаем явный знак того, что у нас есть еще одна возможность написать свою историю. В наших руках и нашей ответственности наполнить эту страницу жестами щедрости и значимыми событиями. Мы здесь не случайно. За нашим присутствием стоит высшее намерение. Пишите с верой, что каждый новый день – это божественный дар, создающий доброе наследие. Жить честно значит выбирать мужественный путь, это значит оставаться целостным, даже когда вокруг нас царит неопределенность. Вы можете быть уверены, что в истине, исходящей от Бога, вы обретете твердость, выходящую за рамки здесь и сейчас. Справляться с жизненными неудачами всегда нелегко, но важно помнить, что никто не сталкивается с ними в одиночку. За каждой неудачей стоит небесный план. Каждое испытание – это не конец, а возможность начать что-то великое. Комментируйте с верой. В каждом испытании Бог обеспечивает победу. Самые невероятные истории состоят из повседневных действий и тихой решимости. Знайте, что ваши ежедневные усилия, основанные на вере, со временем найдут отклик. Действуйте терпеливо и настойчиво, потому что знаете, что именно так строятся великие достижения. Давайте всегда взращивать надежду как вечную искру в наших душах, одно сознательное решение за раз. Это нежный свет, который прогоняет тьму и ведет нас к обещанию величественных рассветов, полных новых возможностей. Подтвердите, что надежда освещает ваш путь в поисках новых начинаний. Настоящее удовлетворение в жизни приходит от осознания повседневных впечатлений. Наблюдайте за каждым событием, будь то радость или печаль, как неотъемлемой частью единой мелодии вашей жизни, управляемой рукой высшего мастера. Подтвердите, что каждый момент вашей жизни драгоценен и заслуживает празднования. Божье послание тебе, мой возлюбленный сын, предупреждаю тебя, настало время держать глаза широко открытыми. Есть простое, но значимое послание, которое Бог хочет передать вам. Встреча с видео не была случайной. Избегайте соблазнов тьмы, эти пути приносят только боль и погибель. Успокойте свое сердце. Хотя страх всегда присутствует, вас всегда окружает божественная безопасность. Бог говорит, будьте осторожны, когда выступаете, темные пути жизни соблазнительны и опасны, полны ложных обещаний, которые ведут к страданиям и отчаянию. Но не позволяйте себе паниковать. Несмотря на то, что страх таится в тени, мантия божественной защиты всегда на вас, обеспечивая вам убежище мира и безопасности. Комментируйте с верой. Бог – мой защитный щит, Бог здесь, чтобы отразить невзгоды и окутать меня безопасностью. Любая задача становится незначительной по сравнению с той верой, которую мы в нее вкладываем, и каждая мечта достижима для тех, кто верит. Если вы поддержите это послание, к вам и вашей семье придет особое благословение, запланированное на 2024 год. С оптимизмом заявите: «Боже, мое наследие обильно». Сегодняшнее Евангелие предупреждает, чудеса и благословения готовы войти в вашу жизнь и ждут только, чтобы вы открылись, чтобы принять их. Когда вы настроены на благость Божью, исцеление придет. Число 11 часов 11 минут означает здоровье и обновление. Бог хочет прикоснуться к каждой боли, исцелить каждую болезнь и принести процветание.
Вас ждут новые горизонты и возможности. Оставайтесь с нами до конца и узнайте, какое конкретное благословение Бог приготовил для вас. Говорите вслух с твердостью и верой: никто не сильнее силы Божьей. С надеждой на силу Божию прокомментируйте: я надеюсь, что ваша вера является ответом на божественную помощь, которая уже в пути. Чудеса, финансовые достижения, любовь и исцеление среди небесных благословений конца месяца. Желаю вам пережить момент, когда ваши молитвы будут услышаны и мир окружит вас в изобилии. Он пишет с нежностью: «Мир вам». Мы все любимые дети в глазах Бога, и для тех, кто имеет веру, облегчение страданий – это уверенность, а не просто обещание. Радость и спокойствие заменят грусть. Вас очень любят, и ему важно ваше счастье. С любовью подтвердите: Бог – источник моей радости. Прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, если вам нравятся слова, которыми вы поделились, и не стесняйтесь поделиться. Ваши действия могут вдохновить других. Вы уже подписаны на канал. Сделайте это и нажмите на колокольчик, чтобы получать больше воодушевляющего контента. Божье послание сегодня показывает нам необходимость выражать преданность божественности, которая нас направляет, и делиться этими словами с теми, кто нуждается в поддержке и вдохновляющем виде. Слушайте внимательно, у Бога есть послание для вас сегодня. Если вчера вечером вас посетила печаль и тревога, знайте, что это сулит в будущем благополучие, крепкое здоровье и радость. Эта трансформация – знак того, что вы обращаетесь к Господу, который уже присутствует в вашей жизни и который поможет вам облегчить все ваши печали и рассеять препятствия, которые могут возникнуть на вашем пути. Провозгласите: Бог освещает мой путь. Бог говорит вам сегодня: приготовьтесь к изменению правил игры. В 2024 году приближается важное и благословенное преобразование в вашей жизни. Это этап, на котором вы будете удостоены чести. С беспрецедентными чудесами исцеления и трансформации. Верьте, потому что эта новая неделя принесет вам счастливые и удивительные моменты, невероятные награды и исключительные достижения, которые выходят далеко за рамки того, что вы себе представляли. Продолжайте молиться и доверять Богу, вы станете свидетелем чудес в своей жизни и сможете заявить о них с большим стилем. Бог собирается послать приятные сюрпризы следующему человеку, который заявит о вере и теперь в ваше время. Боль и страдания закончатся, двери, которые казались закрытыми, откроются, а слезы сменятся улыбками. Вы испытаете чудо, о котором мечтали, и получите необходимую финансовую поддержку. Приготовьте свое сердце принять это благословение с благодарностью. Горячо провозглашайте: «Я готов к чудесам Божьим, я укрепляюсь в моем руководстве и поддержке, которая является моей скалой и моим основанием, и в прибежище, которое есть мой Бог. Он – источник моего спасения, действующий как защитный щит». Вы убедили меня, что вы можете сделать больше, чем я мог надеяться или представить. По этой причине я предполагаю, что вы можете добиться большего, чем я могу от вас ожидать. Опять же, все, что вы говорите, не заставляет меня думать, что вы не можете сделать больше, чем могли бы надеяться достичь мои самые амбициозные цели. Все, что вы искали и о чем просили, вот-вот и зальется на вас, когда я открою небесные шлюзы.
Сдача будет следующим логическим шагом после ощущения боли. Все, на что вы надеялись и о чем молились, скоро сбудется. Я осыпаю вас всеми благословениями, которые могут предложить небеса одним махом. В ближайшем будущем вы можете испытать любовь, процветание и исцеление, а также возможность воспользоваться новыми возможностями. Когда он проповедовал Евангелие Царства Божьего по всему миру, перед вашими глазами возникали подобные возможности. Многие из тех, кто был унижен различными болезнями, грехом или смертью, были воскрешены Иисусом Христом. Он обладает способностью возвращать к жизни некоторых людей. Когда это произошло, у Иисуса была миссия проповедовать скорое пришествие Царства Божьего. Когда я говорю, что восстановлю ваши жизни и все, что у вас украл сатана, включая ваши отношения, ваши финансы и все остальное, после того, как я заявляю, что могу исправить всех, ваше здоровье, ваши деньги, ваши отношения и все остальное. Я хочу знать, доверяете ли вы мне и поверили ли вы моим словам. Бог повелевает своим последователям оставаться верными своей вере, даже несмотря на то, что их противник начал войну против них, их семей и всего, что у них есть. Тот факт, что соперник начал их атаковать, не имеет большого значения для этой тренировки. Я знаю, что кто-то хочет причинить тебе вред, но тот факт, что это происходит, показывает, что ты приближаешься к своим целям и делаешь шаги в правильном направлении. Кто-то пытается причинить тебе вред, и я это знаю. Вы пользуетесь моим глубочайшим уважением и одобрением. Не существует верхнего предела тому, на что вы способны, и я верю, что все достижимо, поскольку у вас уже есть все необходимые для совершения выдающихся вещей. У вас также есть отличный способ заставить ваше сердце и душу петь. Верьте, что все, о чем вы думаете, достижимо, что у вас уже есть все, что вам нужно, и что вы можете сделать все, что захотите. Верьте, что вы сможете достичь своих целей. Что-то могло случиться, поэтому вы должны подготовиться к этому. Пожалуйста, выслушайте мою петицию и ответьте положительно. Сегодня вечером вы полностью доверились мне, и я согласен со всем, что здесь сказано. Пожалуйста, пойми, как много ты для меня значишь и насколько я уверен, что мы преодолеем любые трудности, которые встретятся на нашем пути, поскольку мы находимся в этом вместе. Я могу отправить вам ваше соглашение. Как бы это ни было трудно, если бы вы только правильно передали мне это, я мог бы избавить вас от вашего стресса, осыпая вас благословениями в пределах досягаемости. Примите все, что я здесь сказал, за чистую монету и доверьтесь мне. Я надеюсь, что вы будете вести меня в правильном направлении каждый раз, когда я делаю выбор, и вознаградите меня своим спокойствием и мудростью, пока я усердно работаю над выполнением задач, которые вы мне дали. В ответ на молитву Иисуса вы должны верить в меня, даже если сейчас вы переживаете трудные времена. Альтернатива сложившейся ситуации станет для меня очевидной и начнет материализоваться в одно мгновение. За это время обязательно оставьте себе немного времени, чтобы насладиться началом модного дня. Ваша казнь необходима, если я хочу иметь хоть какую-то надежду сохранить такой образ жизни. Пожалуйста, Господь, поверь в это на благо своих близких. Даже если вы сами этого не принимаете, в таком хрупком мире прочная религиозная основа и сила молитвы имеют первостепенное значение. Вы можете сдвинуть горы силой молитвы,
и Бог может сдвинуть горы своей силой. Когда Бог о чем-то думает, Он может это сделать. Все, что вам может понадобиться, вам уже дано, следовательно, больше ничего не нужно. Я уже предоставил вам все необходимое. Все, что вам нужно, чтобы поверить в то, что я говорю, уже доставлено, так что вам больше ничего не нужно. Во всех миссиях, которые уже осуществились в вашей жизни, и во всех миссиях, которые еще впереди, я был и буду рядом с вами. Я уже дал тебе все, что тебе нужно, так что больше ничего не нужно. Все, что вам когда-либо было нужно, я уже предоставил. Я следил за твоим будущим, за будущим твоего возлюбленного и за будущим всех тех, кого ты очень уважаешь. Вы и ваши близкие также можете рассчитывать на то, что я присмотрю за ними. Верьте, что я никогда не смогу бросить или проигнорировать вас, поэтому соберитесь с силами, чтобы противостоять предстоящим испытаниям, зная, что я всегда рядом с вами. Несмотря ни на что, ты можешь рассчитывать на то, что я всегда буду рядом с тобой. Я прочный фундамент, на который ты всегда можешь положиться, поэтому знай, что я никогда тебя не оставлю. Я не могу помочь вам в данный момент. На каждый ваш запрос был дан ответ, и я здесь, чтобы помочь вам. Я буду твоей скалой. Я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя в любое время. Какие бы трудности ни бросал вам ваш образ жизни, я могу помочь вам преодолеть их, подняв вас и показав путь. В самом своем существе я являюсь ответом на каждую вашу молитву. Я решил закончить эту главу своей жизни о банкротстве и перейти к следующей главе, потому что я готов начать свою жизнь заново прямо сейчас. Я собираюсь начать совершенно новую главу, потому что это то, что есть. Святой Отец Небесный, ты достоин всей похвалы, которая тебе причитается. Пожалуйста, направляйте меня, поскольку я беру на себя больше обязанностей. Помоги мне привести свою жизнь в порядок, чтобы я был открыт для получения Твоей милости и доброты в этом мире. Я ценю, что вы помогаете мне в этом. Вы проявили к нам столько любви на протяжении наших отношений, и мы будем за это вечно благодарны. Пожалуйста, Господи, сохрани меня от лени в том, что мне следует делать, чтобы мы могли часто разговаривать и чтобы я мог черпать воду из источника вечной жизни. Я благодарен. Бог устраивает все по вашему вкусу, а также прокладывает вам путь к месту назначения, даже если в данный момент это кажется невозможным. Даже если вы не видите выхода из этой ситуации, наоборот, вам следует ожидать милости от Господа. Прямо сейчас Бог всемогущ и держит все под контролем. Помните об этом всегда. Если дьяволу удастся контролировать вас, он не пожалеет усилий, чтобы разрушить счастье, удовлетворенность и удовольствие, которые характеризуют ваш образ жизни. Но это просто признак того, что вы приближаетесь к наградам, к которым изначально стремились. Сохраняйте свою решимость и не сдавайтесь. Многие аспекты вашей жизни нуждаются в исцелении, в том числе физическом, духовном и финансовом. В течение некоторого времени вы боролись с рядом трудных вещей. Я знаю, что Бог говорит, что вы не должны позволять достижениям других диктовать вам, как вы относитесь к ближайшим соседям. Это касается как телесных повреждений, так и вреда психическому. Некоторые люди не имеют в виду никакого вреда, говоря такие вещи. Просто дайте им знать, что это ваша традиция,
признавать свое присутствие и как можно чаще изливать свои благословения на своих людей. Ваша цель – научить их это делать. Я могу молиться за вас сейчас, когда ваша просьба была удовлетворена, чтобы вы могли продолжать делать ту замечательную работу, которую вы делаете. Вы достигли своей цели, старательно выполнив порученную вам задачу. Что бы вы ни делали сегодня, продолжайте говорить себе, что вас ждут чудесные сюрпризы. Чтобы поддерживать соответствующий уровень приличия в ситуации, Бог не предполагает, что с людьми следует обращаться как с игрушками, но Он рассматривает их как нечто большее. Очень важно, чтобы вы внимательно слушали то, что они говорят, поскольку я отнесся к опыту каждого человека с таким же вниманием, как и к отзывам других. Я также не хотел, чтобы ты превосходил всех. На самом деле я активно этому препятствовал. Я не думал, что можно достичь всех этих целей. Ваша ценность и красота не перестают меня удивлять и восхищать. Ходят слухи, что вы сможете лучше радоваться тому, что ждет вас впереди, если сосредоточитесь на благодарности за то, что у вас есть прямо сейчас. Удача улыбнется вам сейчас. Я знаю, через какие трудные времена вы проходите, но я также знаю, что Бог исцелит то, что нуждается в исцелении, и осыпет вас и ваших близких множеством благословений, если вы захотите Ему это позволить. Бог знает о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь в настоящее время. Он говорит: «Я понимаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Я полностью осознаю, что путь, по которому идет ваша жизнь, может принести вам трудный и уникальный опыт, и что на этом пути вы можете столкнуться со множеством стрессов и трудностей. Но знай, что нет. Несмотря ни на что, ты всегда можешь рассчитывать на мою непоколебимую поддержку и на то, что я никогда тебя не оставлю. Всегда помните об этих двух вещах. Всегда помните эти цифры. Я умоляю вас никогда не позволять этому ускользать из головы в ходе вашего обычного дня. На мой взгляд, это правильно. Имейте в виду, что бы ни случилось, я отвечаю за это. Хотя на жизненном пути будут моменты, когда вы почувствуете себя беспомощным, Бог дал вам некоторое руководство. Мои планы на тебя всегда больше, чем твои собственные планы. Бог предупредил нас, что какими бы благими ни были ваши намерения, они никогда не оправдают Его планов относительно нас. Если вы спросите меня, я могу дать вам силы преодолеть любые трудности и уверенность, чтобы противостоять любым трудностям. Я также могу дать вам смелость продолжать, когда дела идут плохо, решимость довести проект до конца и решимость довести его до конца. Из-за нашей преданности Богу люди будут дразнить нас и плохо обращаться с нами, и мы ничего не можем с этим поделать, кроме как принять это. Как бы ни было страшно, знайте, что я здесь, чтобы подбодрить вас и вдохновить продолжать идти вперед. Умоляю тебя, не теряй надежды, что я смогу добиться своих целей. Вскоре после того, как закончится то, что кажется периодом бесконечной боли, может наступить время полной радости. Помогая вам достичь ваших целей и стать более совершенным человеком, я компенсирую вашу непоколебимую решимость. Я дам тебе больше сил и посмотрим, поможет ли это. Ты – самое приятное событие моего дня. Пришло время внести эти изменения, и вы достигли этой точки в своей истории. Его тон начинает отражать процветание и успех. На самом деле, все обернулось к лучшему,
и я желаю вам всего наилучшего в следующей главе вашей жизни. А Боже, я молюсь, чтобы у Тебя хватило смелости пройти вместе со мной через это и мудрости увидеть скрытые возможности для роста. Я умоляю вас услышать мой призыв и исполнить его. Пожалуйста, со всем смирением примите во внимание мою скромную просьбу и удовлетворите ее. Пожалуйста, исполните мою просьбу, и я со всем смирением умоляю вас быть терпеливыми со мной. Мне нужно закончить поездку. Пожалуйста, направляй меня во всем, что я говорю, делаю и думаю, чтобы я мог продолжать путь любви и мира. Вы хотите многого добиться в подавляющем большинстве начинаний своей жизни. Благодаря поддержке в этом месяце все меняется со скоростью, которую вы не могли предсказать. Сейчас дела идут гораздо более гладко, чем вы могли себе представить. Они во всех отношениях превосходят ваши самые смелые ожидания. Бог просит вашей веры, как будто говоря непосредственно с вами во всех ваших начинаниях. Я здесь, чтобы помочь вам и использовать ваши навыки. Сегодня, мой дорогой друг, Бог послал тебе послание. Божьи слова в этом виде имеют силу изменить вашу жизнь так, как вы даже не можете себе представить, и лишат вас дара речи. Когда вы сосредоточитесь с открытым разумом, вы будете поражены его глубокими знаниями, его точными инструкциями и его нежной привязанностью к вам. Пытаясь оставить неизгладимое впечатление в вашей душе среди всего хаоса и отвлекающих факторов этого мира, он жаждет поговорить напрямую с вашим сердцем, поделившись. И как источник силы, я чувствую истинную благодарность, потому что знаю, что Бог обещал послать людей, которые принесут большее финансовое процветание и ресурсы. Он думал обо мне, божественная помощь рядом со мной, и ангелы назначены давать мне советы, направлять и защищать меня. Заявите с уверенностью: Бог – моя защита и мой наставник. Здесь нет места беспокойству, стрессу, страху или боли. Божьего мира достаточно, чтобы наполнить мою жизнь благословениями, исцелением и вечной любовью. Даже посреди сомнений я иду вперед с верой. Даже во время самых тяжелых испытаний Иисус является силой и прибежищем в жизни, спасителем в трудную минуту. Даже если я пройду через самую темную долину, я не буду бояться. Утвердите со спокойствием: Бог – мое утешение. Несмотря на то, что меня окружают невзгоды, я не падаю духом, потому что Небесный Отец знает о моих невзгодах. Я умоляю вашу силу продолжать сражаться. Всем, кто читает, хочу передать мир и процветание. Я благодарен за великодушие Иисуса, Господа нашего. Чтобы выразить свою уверенность и надежду, просто скажите «Аминь» и освободите себя от этих тяжелых мыслей. Я понимаю, что священные истины никогда не изнашиваются и что любовь Божия нерушима. Он никогда не устает от меня. Бог слышит мои молитвы и обещает освободить меня от тьмы к свету. Мой путь будет соответствовать божественной воле. Я с энтузиазмом заявляю: Боже, я готов осуществить Твои планы. Мы вступаем в фазу, когда с ожиданиями или без них все, что мы переживаем, принесет нам рост и счастье. Вскоре каждое мгновение будет затронуто чудесами, способными изменить все наши дни, наполнив их вечным миром и гармонией. Те, кто чувствует себя безнадежным, знайте, надежда есть и нас ждут великие дела. Комментируйте с верой,
Чудеса сопровождают меня. Бог протягивает мне руку и направляет меня на правильный путь. Сохраняйте спокойствие и признавайте их присутствие. Он Бог, не надо бояться, ведь вместе мы способны преодолеть любое испытание. Не думайте о том, чтобы сдаться. Он с вами, рядом с вами, как ваш защитник и ваш наставник. Убежденно провозглашайте: Бог со мной. Верьте, что Иисус – это скала веры, и что те, кто верно верит, найдут божественную силу и поддержку. Для тех, кто открыто провозглашает свою веру, Иисус – Спаситель, победивший смерть, является Господом. Возлюби Господа Бога всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением и всей своей силой. Почувствуйте энергию, исходящую от этого видео, мы усилим эту вибрацию. Если сообщение вас затронуло, поставьте лайк и поделитесь, ведь оно может стать той ссылкой, которая донесет эти слова до тех, кому они нужны. По ходу подписывайтесь и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие встречи. Давайте продолжим вместе, ведь нас еще ждет много откровений. Бог гармонизирует Вселенную и направляет наши пути на благо всех нас, особенно тех, кого Он призывает. Верьте, что то, о чем вы просили в молитве с верой, будет получено. В будущем будут моменты радости, когда вы оглянетесь назад и улыбнетесь тому, что пережили. Бог собирается превратить вашу печальную жизнь в историю вечной победы. Полагая этому, Он писал: «Я верю в замыслы Божии». Если сегодня ты чувствуешь себя одиноким и нуждаешься в руководстве, знай, что Бог слушает тебя. Попросите Его показать вам путь и помочь вам проявить терпение. Ходя с Богом, вы никогда не будете беспомощны. Попросите Его вести вас так, как умеет только Он, потому что в Боге мы находим истинное направление нашей жизни. Пусть мы все проживем полноценное существование, уйдем с миром и обретем удовлетворение в реализации нашей небесной цели. Если согласны, скажите «Да будет так», присоединяйтесь к нам и проводите трансляцию. Пусть эта молитва станет благословением для жизни другого существа. Пусть это послание укрепит вашу веру и защитит вас. Ожидая новой встречи, давайте с надеждой провозгласим: Бог – моя сила и мой наставник. Жизнь – это поистине удивительное путешествие, полное неизведанных путей, которые разворачиваются перед нами. Мы можем оставаться уверенными, что Бог всегда присутствует. Это недалеко, на самом деле оно ближе, чем мы себе представляем, улавливая даже самый сокровенный шепот наших сердец. Даже если мы переживаем трудные времена, именно эти моменты позволяют нам ощущать постоянную заботу Божию на нашем пути. Даже когда в жизни дует трудный ветер, мы можем обрести спокойствие, зная, что божественная защита – это безопасная гавань. Давайте с верой подтвердим: «Я в безопасности в руках Божьих». Иногда одиночество заставляет нас чувствовать себя изолированными, но у Бога есть способы показать нам, что мы никогда не бываем по-настоящему одиноки. Если мы обратим внимание, мы увидим, как Он заботится о нас, делая все прямо за кулисами, даже если мы этого не осознаем. Вера не очищает жизненные пути и не освобождает от проблем, но она дает нам внутреннюю силу противостоять любым препятствиям, которые встречаются на нашем пути. Каждая преодоленная трудность – это возможность для роста и свидетельства божественного присутствия на нашем пути. Давайте утверждать: с каждым шагом я возрастаю в вере.
Молитва Богу предполагает обмен. Мы не только говорим, но и учимся слушать. В молчании наших самых искренних молитв мы часто находим ответы, которые ищем, и понимаем, что они открываются именно тогда, когда они нам нужны. Давайте заявим об этом. Мои молитвы услышаны и получили ответ в назначенное Богом время. Терпение – это священный способ целеустремленно и уверенно двигаться вперед. Будем помнить, что Бог не только слышит наши молитвы, но и отвечает на них. Он приглашает нас активно участвовать в создании благословений в нашей жизни посредством действий, вдохновленных нашей верой. Давайте с верой подтвердим: «Я соучастник Бога в построении своей жизни». Часто люди ищут подтверждение того, что они на правильном пути, задаются вопросом, сбудутся ли их мечты. Важно признать, что каждый прогресс, каким бы незначительным он ни был, является неотъемлемой частью того, что Бог тщательно вплетает в наше существование. Давайте ценить каждое достижение, каким бы маленьким оно ни казалось. Сила наших слов огромна, выражая то, во что мы верим. Мы буквально формируем свою жизнь. Пусть каждое наше слово внесет позитивный вклад в формирование будущего, к которому мы стремимся, будущего, благословленного божественной мудростью и любовью. Утвердим: «Мои слова – основа моего пути». Наша жизнь соткана из череды ярких и темных моментов, которые необходимы для великого плана, который Бог приготовил для нас. Давайте верить, что у каждого опыта есть цель. Пусть даже самые трудные испытания станут возможностью раскрыть красоту. Давайте заявим: каждый опыт обогащает мою жизнь по мере того, как мы продвигаемся по этому пути. Крайне важно помнить, что наш поиск Бога соответствует Его поиску нас. В этой божественной встрече, где небо сливается с землей, именно там мы находим истинную радость, покой и внутренний свет, который никогда не гаснет.